Дорогие друзья, эта программа «Мы вам покажем». Сегодня мы продолжаем серию выпусков нашей программы из микрорайона Кангаласы. И на данный момент теперь уже мы в гостях у Татьяны Валентиновны Скоблиловой. Если быть конкретнее, у Татьяны Валентиновны мы на участке, да, который абсолютно был куплен, да, когда? Просто Ага. лет уже 8-10, наверное, 8-10 лет назад. Просто был кусок земли, огороженный забором. Угу. Вот тут какие-то грядки были. Да, просто кусок земли. И сейчас, уважаемые телезрители, вы увидите, насколько этот кусок земли стал облагороженным, красивым, да, таким богатым. Очень большая работа проделана руками. Да, я все здесь своими руками сделала. Все, Ага. начиная от, вот давайте отсюда начнем. Вот давайте начнем, да, вот, Вот зашли отсюда. мы на участок. Сначала мы сделали Угу. просто кусок земли, но мы, естественно, все грядки наделали. В первую очередь, как говорится, хлеб насущный. А потом у нас была грязная вода зимой, и мы покупали 5-литровки воды. Ну, скопилось очень много бутылок. Ну, вроде бы висят, да висят. Посадили капусту и начала отрезать, чтобы прикрыть капусту. Вот с этого началось. А потом крышки не пригодились. Ну вот я сидела, думала, что мне придумать с них. Сначала тут деревья у меня стояли, пальмы такие, из бутылок. Потом, ну, естественно, какой кусок земли без шашлыков. Так. Вот появился у Ух нас ты! ящик. А я что и Железный думаю, что ящик. это такое? Да, можно. Появился железный ящик. Так. И я начала Это думать, у нас мангал, да? что придумать с этим ящиком. Хоп, открываю. И Потом я начала собирать, Здесь прям у по нас дороге шла на дачу сумками, вот речной камень. Появился мангал сначала, потом старая стиральная машинка. Старая стиральная машинка вот превратилась в вот колодец стоит, видите? Тоже так же. Обыкновенная стиральная машинка обложила, сделала колодец. Потом раз колодец рядом, что появилось? Водоем. так. Водоем, значит, там со стерхами. Ну, вот потихоньку начала. Что, ребятишка, дядя у меня был, он сейчас умер, он мне принес сказки. А вы знаете, когда начинаешь что-то делать сама, сразу столько доброжелателей, все несут, что не нужно. У меня дома тоже скапливается, не выкидывается. Внуки ничего не выкинут. Проходит, спрашивает, бабушка, тебе надо любую баночку, коробочку, все несут. Потом он мне принес сказки. Так. Вот у людей появилась миньона шахтера. Миньончики Вот стоят. бригада шахтеров. Это наша. Так, ага. Ну а потом тут для цветов. Цветы тоже из пластиковых бутылок. Это первое вот у нас появилась вот пчеломая, это дружинница. Она известна, уже переодевалась не раз. Каждую весну она переодевается в новое платье. Потом из этих же опять бутылок зайцы, тоже элементарно. Просто сидела и вырезала. Потом после зайцев вот медвежонок с медом. Это я просто делала. Хотела дома сделать внуку для игрушек корзину. Что-то не задалось, и получилось вот у меня медвежонок с медом. А там вот что внутри, где мед? Это что? Где? Вот где мед внутри, это что? Это что, из чего это? Такая бутылка. Это ничего 2 себе. 5-литровки, одна в одну вдета и сверху. Окажется, что там действительно мед. Вот, хорошо, не пробует никто. Да. Потом, значит, вот эти человечки потом. Тоже сначала самое простое, вот эти человечки, которые вот сидят, тоже элементарно. Просто вот бутылка разукрасила, ножки, ручки приделала. Да, действительно. Потом, значит, вот это вот гроздь винограда, это киндеры. Киндеры-сюрпризы наши висят известные. Из киндеров, да. Тоже мне и сестры, и племянницы с города привозят. На каждую гроздь входит 41 штука. Представьте, сколько еще дома надо Ничего собирать. себе. Потом зимой тоже вот панда появилась. Это сами бутылки с бутылками, а это камера от мопеда. Потом племянник приехал и подал идею вот домика для гномов. Потом, Просто значит, взяли пенек, да? да, ну, домик у меня еще не доделали. Пень. Не все, вернее. Что-то уже ломается в течение этого. Потом старший сын мне принес арматуру, появились пальмы. Ух ты. А какие пальмы без папуасов?
Ага. Вот появились Да. папуасы. Тоже из бутылок. Да. С сумками мне ребята приносили бутылки, потому что, ну, уже как бы с годами все это приходится поправлять. Потом вот папуасы появились тоже. Мгм. Потом что? Валялась гитара. Придумала Незнайку. Вот стоит Незнайка, поет. Так. Ага. Потом тоже с 5 больших бутылок слониха. Ну, а какая Слоненок. слониха без слоненка? Потом в интернете тоже вот увидела кактус. Мгм. Вот у меня команда сумоистов с тренером. Ага. Тоже все в процессе. Потом вот сварщики оставили тубу металлическую. Вот тоже стояла, думала, что, во это что можно тумба. превратить. Она Ага. превратилась в мельницу. Мгм. Мельница, ручей, это диван от старого. Где мельница, там сова. Ага. Обязательно с совой. Ну, а мельница, значит, гномы. Гномы это тоже все бутылки. Обыкновенно 5-литровки. Тихо. Вот там за помидорами, были помидоры, мы уже урожай сняли. Ага. Там паровозики тоже из бутылок с игрушками стоят. В общем, все здесь. Вот эта идея пришла. Тоже бутылки, баночки остались. Из крышки все поснимала. Каждый год закрываем, новые используем. А старые куда Да, девать? вот, кстати, на забор, если обратить внимание, оказывается, это крышечки, да, Это от просто крышки. баночек. В общем, все, что здесь сделано, своими руками, из бросового материала, что люди выкидывают. Ну, а в этом году я вот с колеса машины все, мои 2 водителя сына. И вот колеса остались. Ну, тоже думала, вот поставила матрешку, пусть стоит. Мгм. Все, начинаю вот от бабочек в клумбах. Ага. Где-то внуки помогают. А вот накопилось у меня крышек очень много. Вот решила использовать их по назначению. Так, мы вот, да, как раз таки вот видим, да? Наверное, тут вообще большой круг должен быть, да? Он будет вообще, Ага. планируется так вот. Там вот хочу возле моего места, где от солнца я прячусь. Мгм. Это все первый, как говорится, черновая работа. Потом это все будет покрываться. Белая глина, вот, на которой наш участок стоит, это привозная все. Это вот барьеры, которые порода. Мгм. Потом я развожу раствор вот такой. И все прохожу сверху. Все это заровняется. Это будет просто как единое целое. Мгм. И крышечки меня до сих пор собирают. И родственники, и все, короче. Раньше я просто белые собирала. Потом на рассаду коробочки собирают от соков там, от минералки, от всего. Потом стали люди приносить. Вот от 5-литровок недавно только додумался. Мгм. То есть Даже- любые крышечки пойдут в ход, да? Все дети приходят, пока учат. Внуки тут придут вечером, заняться нечем. Ну, как бы это все зависит от времени. Мгм. Сейчас вот осень, пошли заготовки, ягода. Ну, как бы сильно времени немного нету. Но все равно нахожу, приду вечером отдохнуть просто. Бывает дома там что-то охота одной побыть просто. Ухожу сюда. Вот занимаюсь. Это вообще все элементарно. Вообще все элементарно. Это любой ребенок сможет это делать. Кто-то спрашивает, как вы делаете? Ну, из бутылки как сделать зайца. Вообще просто. Показываю. 2 бутылки использовала. Ничего сложного нет. В больнице ложусь, там показываю, где спрашивают. Ну, как бы это вот все своими руками. Ну, где-то с семьей отдыхаем. У меня сейчас 2 сестры прилетели. Вот собираемся здесь. Просто музыку включаем. Да, вот отличный уголок посидеть, да, Музыку почаевничать, да, включаем. потанцевать. Ребятишки тут. Одноклассники побегать, вот в этом году да? все ко мне приезжали тоже. Мы очень хорошо время провели. Мгм. Ни от кого, никому не мешаем. Мгм. Ну, как бы, главное, это что мусор за собой не оставлять. У нас там бочка, мы все, то, что не нужно, мы все сжигаем, чтобы не мешать людям, не захламлять. Ну так, спрашивают, приходят, вот можно сфотографироваться. Да ради бога. Я вот тут сижу, например, а за забором ребятишки бегают, Заглядывают, да? заглядывают, еще один придет, потом толпой идет. Главное, сюда боятся заходить. А там же стройка, я боюсь, что мало ли там трактор ходит. Я говорю, ну заходите тут уже, вот они поиграют, побесятся. Когда жара была, и в бассейне тут у меня постоянно клиенты были с молодежки. Мгм. Вот Ну, у так вас вот. прямо, я вижу, да, вот использование пластика, вот крыша, как раз вот не во вред экологии, да?
Ну, как бы получается, безотходно у меня. грубо говоря, Если да? что-то То есть остается, можно ну, использовать во благо ради каких-то хороших своих целей, да? И ну, это, красиво. знаете, вот это у меня вот это лечение, вот, как бы сказать, Мгм. при моем заболевании я вот должна лежать. Мгм. А я шевелюсь, мне даже врач говорит, у вас нетрадиционное течение болезни. Мгм. Спрашиваю, что вы делаете. Да ничего, я просто работаю. Мгм. И здесь работаю, и дома зимой. Вот это все перекочевывать домой. Так. Зимой я дома что-то там тоже Ага. мастерю. Ага. Ну, безотходное производство. Мгм. У меня внуки, дети все. Ни одну банку не выбросят. Пластмассу. Бабушка, тебе это надо? Любую бусинку знает, что я собираю, она мне где-то в процессе пригодится. Мгм. Но это тоже от самочувствия зависит. Когда себя хорошо чувствую, как бы и настроение появляется, что-то сделать. Мгм. Ну, бывает периодами, когда я вообще тут не появляюсь. Мгм. Также место-то не особо. Как сказать, у нас все с пользой используется. У нас вот сверху стоит бригада, это команда сумалистов, а внизу ящик. Там у меня инструмент напущен. Мгм. В этом году мы Там не ящик с инструментами. все у нас как бы пользой. Все не просто так, да, Потому получается? что сильно Ага. не разбежишься. Мгм. Мгм. У нас также мы просто не держим. А так держали еще курей. Мгм. Курятник, там курятник. Ну, дети мне не едят домашних курей. В магазине покупают. Поэтому в этом году я ничего не стала держать. И всегда, кто приходит, приглашаю с удовольствием, приходите. И чаевничаем тут, и разговоры, и совет ветеранов. Ко мне бабушка приходит. Ну, каждый год обязательно приходит. И вот вчера тоже. Мгм. Тоже, ну как бы, что-то старое из додумки, что-то было, что уже разобрали, новое на этом месте появляется. Ну, стараюсь. Своих детей в первую очередь, внуков развлечь. Ну, они с нами только собираются. А так, что уже детей этим не заинтересуешь. Они приходят в жару купаться, загорать. Ну, помочь где-то там прополоть. Вот это для маленьких крышек у меня. Так. Вот это стиль. Ага. Это вот такую крышку вот. Рисунок приходит сам Так. из головы. Мгм. А большую крышку таким молотком не забьешь. Она его ломает. Я ложу большую, у меня янка специальная. Ух ты, ничего себе. Ну, главное, что промочить хорошо землю, Ага. а потом Чтобы сверху... она пошла, да? Ага, крышечка. А потом сверху, вот говорю, вот делаю раствор. И вот этим раствором все вот эти щели, которые мешают, я их все промазываю, выравниваю. А потом оно все высыхает, все лишнее я убираю. Тряпочкой Тряпочка мокрой, просто, да. Мгм. Просто тряпочкой заровняю все щели, протру. Мгм. И ничего тут трудного нет. Даже внук у меня маленький приходит, ему 4 Да, года. да. Вот это колотит. Ага. Ну, поправляю. Есть чем детям заняться, Вот, да? видите, вот он вчера Развлечься. наколотил. Мгм. Я так ложу, а он сам помогает. Мгм. Ну, ничего трудного нету, даже ребенок Да. может. Но задумка у меня большая. Надеюсь, на следующий год все-таки я добьюсь этого. Ага. Хотела сначала ковер, Мгм. а что-то загорелось у меня. Мгм. Теперь же там хочу, возле той зоны, где я отдыхаю. Вот даже, вот смотрите, самовары. Просто люди старые самовары мне дали. Ну, а что не будет, просто самовары неинтересно. И вот сделала уже из них сама хохлому и жель. Да. В общем, все, что бросовое. Крышкой от ведер старший сын. Смайликами зарисовал. Мгм. Что там? Светильник старый вот превратился в часы. Вот они висят. Мгм. Тут же у нас и смородину мы выращиваем. Там за теплицей. В общем, походно. Тут же можем, как бы, если целый день, тут же стираем, тут же готовим. Мгм. Газовая плитка у нас, все тут есть, приспособления. И вообще все лето я тут пропадаю. Рано утром встаю, первое лекарство и ухожу на дачу. Схожу пообедаю и опять возвращаюсь. И до вечера могу. И всегда находится работа. Не такая глобальная, что физически тяжело, а для себя и Для себя, души. для души. И каждый год что-нибудь новенькое появляется. Ну, если состояние здоровья позволяет, уже придумываю. Что-то меняю, что-то новое. Вот на будущий год приезжайте, может, еще что покажу. Да, новое, я думаю, много чего прибавится Ну, у вот вас. это увеличится, потому что Да. за зиму столько накапливается. Раньше выкидывала, просто думаю,
Куда их приспособить? Маленькие сильно. А сейчас уже она придумала. Ну что, Татьяна Валентиновна, спасибо вам большое. Спасибо вам, что рассказали, поделились. Да, я думаю, что у многих наших телезрителей тоже появится вдохновение, да, Ну да, как бы это тоже много заразятся идеями, да, действительно много времени, времени, сил на это. времени не занимает. Это Да. вот. И финансовых потерь никаких. Вот здесь ничего нету, то, что куплено. Ну вот бассейн там, может быть, исключили. А в основном то, что дома мешает, людям мешает. Песочница, вот видите, тоже шкаф. Ну вот куда его было приспособить? Все пригодилось. Все игрушки у нас идут в ход. Где-то сломанные игрушки детям не нужны. Тут они у меня. А все задумки потом уже приходят во время процесса. Татьяна Валентиновна, спасибо большое. Вам спасибо Вам большое. дальнейшего вдохновения, не болеть, Ну, это самое. да. Некогда. И на следующий год, я думаю, увидимся с вами обязательно. Ну, хотелось бы увидеться. Всего спасибо, до встречи. Хорошо, спасибо. Вам спасибо, что приехали. Продолжаем серию выпусков с микрорайона Кангалас. И на этот раз мы в гостях у Татьяны Трифоновны Бояркиной. Татьяна Трифоновна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Трифоновна немножко не ожидала нас увидеть, да? Немножко мы застали ее Я со смены врасплох, да. Но как только мы переступили на территорию вашего замечательного большого участка, поняли, для чего мы здесь. Только посмотрите, какая красота, да, нас здесь окружает. Расскажите, как вы к этому пришли, все ли сами делали, да? Ну да, мы все какая делали идея сами, пришла? с мужем. Мгм. Вот. Как-то началось все с маленького, все потихонечку, все помаленечку. Где-то интернет, где-то свои додумки, где-то задумывала. Вот, типа египетской зоны хотела сделать, но в этом году не получилось у нас, поэтому мы оставили все это на следующий год. Мгм. Вот. Собирая бутылки, всякий хлам. У меня есть младший зять, это мой помощник собирателя хлама. Только свистнул он вперед, я всегда говорю, вот у тебя теща какая, свозил на помойку, и она счастлива, и дальше никуда не надо. За камнями ездим, он мне камни возит, вот кота. Приехали на берег, там люди стоят, паром ждут. Вышла толпа, начали бегать, молча по берегу, собирать камни, складывать, все, молча загрузили, молча уехали. Людей, конечно, шокировали. Все молча. Все молча. Ага. Ага. Вот. Это мои золотые сапоги, Красота. скороходы. Да. Просто краской побрызгали, Просто получается, краской, да? да. Золотистой краской. И совсем другой Да. вид. Мгм. Джинсы я вижу, вон тоже Да, клумба. джинсы сидят. У меня там еще и стоят джинсы. Это вот так вот. Цветов в этом году мало, настроение было не очень. Так что поэтому вот червячки мои дождевые. Вот. В этом году вот котик мне это внук делал из дерева. Выпиливали с ним. Из берез, да? Да, из березы. Там новая у нас О, паутина. Ага. паутина, да, паучок у нас живет. Когда-то жил у нас даже живой. Жил там на старом домике. Я его кормила. К осени он перестал плести паутину и ждал, когда я ему дам муху. Ага. Но очень большой вырос. Да? Мне сказали, что я избаловала и паука. Так что это... Прям как отдельное А домашнее это вот животное. идея у меня с Улан-Удэ, с деревни. Вот у них у всех сидят вот такие аисты. Везде. В каждом дворе у них все это сделано. Где-то покупные, где-то сами делали. Ну, в общем, И вы вдохновились этим? да, ой, я тоже захотела очень таких же аистов. Ага. Все вот. Там у нас пингвинчики, типа Арктика, Антарктида. Красота. Вот. Это мой профессор. Сова. Сова, да. Вот. Это зона для внучки, песочница. Под пальмой Катюша, у нас помаши ручкой на камеру. Ага. подружка негритянка у нее там. Вот она стоит. У тебя Сзади. сзади. Чунга-чанга. Искусственное у меня озеро, болотце я называю. Там в данное время живет 3 карася. Нас угостили карасями. Да? В смысле, Кое-кого мы живые? Да, мы кое-кого съели, Ух а ты. 3 там. Да? Да. Они где-то там Да, под там водой. глубоковато так. Это они там живут у Сколько меня. там примерно метров? Метр? Там
метров, Меньше? наверное, где-то. Да? Мгм. Ути, Вот там карасики. они живут у нас, карасики. Ну, мы вряд ли их увидим, да? Да, они... Поверим на слово. Мы сами их не видим. Как собираетесь вылавливать? Мы не знаю, будем сливать, наверное, как-то ловить надо их сетями, что ли, не знаю. На удочку? Это мой прототип хозяйки Да? вместе с коровой. Охраняет корову, пасет. Ага. Вот. А, это ванна, из ванны Из сделана. ванны, корова. ага. Мгм, Там кабачки у меня растут. мгм. Вот попугайчик у нас, это я вяжу сама. На теплице сидит он. А, Я еще Ты вязанием красиво. игрушек занимаюсь, поэтому да? вот это последняя работа моего мужа, скворечник. Мгм. Потом увидела в интернете, 2 метелки стоят. Мгм. Побежала в этот же день Сделали, да? за метелками. Дочкам звоню, мне нужны галстуки срочно. Вот, привезли мне галстуки. Смеются все надо мной. Говорят, ну, мама, Ага. ты это что-нибудь да придумаешь. А этот ежик тоже история. С мужем едем на машине, лежит бочка на дороге. Я закричала, стой, он испугался. Он говорит, ты что кричишь-то так? Я говорю, а вдруг украдут, ты проедешь. Вот, притащила бочку. Бочку. Пивная, Ага, да, из-под ага. пива кто-то выбросил. Так. Вот я ее сразу Мгм. так вот собираю все везде, хлам. Ой, бассейн у вас есть Да, хороший бассейн. такой. Ну, в этом году Мгм. ребятишки мало купались, что погода-то не очень. Мгм. Это моя парочка гусь с Мгм. гусынькой. Мгм. Это мы тоже в этом году с внуком делали. А это у нас старичок, он уже, ой, 100 лет стоит у нас. Тут, наверное, первый Мгм. поделок. Вот этого тоже увидела в интернете. Так, это у нас даже в башмаках. В башмаках, но я не знаю, кто это. Страус, не страус. С мультика какого-то, наверное, Ну, он, да? чудо-птица какая-то, Да. видимо. да. Вот. Мгм. Мгм. А это вот тоже чутила первый раз сделали, поставили. К дочери друзья приходят и здороваются. Здравствуйте, дядя Витя. Мгм. Она говорит, вы с кем здороваетесь? Они говорят, с дядей Витей. Она говорит, на качели кто сидит? Ой, а мы думали, это дядя Витя из ворот заходит. Кстати, я тоже зашла. Первое, что я увидела, человек. А, ну Мгм. вот Потом все. смотрю, ну, вроде не человек. Вот они машинально Здороваюсь, проходят, а он но- молчит. Так, дядя Витя, значит. Дядя Витя, да. Мгм. нужно. Ой, а этот у нас таиландский гость Ух ты, красивый какой. с Таиланда прикатил. Так вот, потихонечку. Лесовик, вот муж избушку ему сделал, тоже давно О, уже. ничего себе. Старенькая избушка у нас очень. И он старенький, весь он Настоящая прям. сморщенный. Ну-ка, посмотрим-ка. Вот. Костер даже есть. Да, Мгм. чай кипятит себе. Вот. Некоторые смеются надо мной. Говорят, делать нечего, ерундой всякой занимаешься. Мгм. Вот. Ну, а мне нравится, не знаю. Конечно, главное, чтобы нравилось. Да, это загораюсь. Ну. Чем-то же заниматься надо. А вы не работаете сейчас? Я работаю. Да? Я сегодня со смены приехала только. А в какой сфере Я, работаете? я работаю в школе искусств вахтером. А, Ага, там сейчас мы отработала, приехала с ночной. ничего Вот это себе. у нас баня. Мгм. Это вотчина моего младшего этого зятя и Мгм. внука. Это они больше всего здесь парятся, больше всего любят. Мгм. Это у них называется баняться, они ходят. Мгм. Это их не слабость, все. Мгм. Они занимаются ей вдвоем. Их Сами место, топят. да? Да, их место. Их территория. Да. Понятно. Так что это. Ага. Так, и беседка у нас, да? И беседка, да. Ну-ка. Тоже муж делал беседку нам. Ой, Собирались хорошо. с семьей. От комаров, да? Да, все закрыли. Мгм. У меня Емеля тоже переселяется. Зять, если что-то готовит здесь, убирает его, уйдет, приходит, она уже сидит обратно. А, вы опять его посадили, что ли? И вот мы его туда-сюда таскаем, этого товарища. Вот. Воздух у нас здесь хороший. Мгм. Очень. Березы, и это самое. Муж все хотел поспиливать, соседи некоторые настаивают, чтобы,
Нет. У нас соседи хорошие, мы дружно живем. И говорю, не, березы даже не уговаривайте меня. Антенны переносите, березы я спиливать не буду. Конечно. Вот, за каждую березку я трясусь. Прямо Это своя наш- роща да. такая, да? Ага. Наш старый домик вот был Мгм. раньше. Строили тоже давно уже. Вот. Вороны-то мне муж делал, Мгм. вырезал. Очень сидел. красивый. Колодец тоже он делал. Он сначала на меня ворчал, ой, зачем тебе это надо? Потом помогает. Мгм. Начинает Всё равно. помогать, все делать. Да, да, да. ага. Заражается тоже. Конечно. Так, Мгм. поэтому все вместе как-то дружно. Сейчас очень тяжело, конечно, мне. Мгм. Поэтому мы одноклассники, везде учились все вместе, работали вместе. Мгм. Тяжеловато сейчас, конечно. Ну, как-то внуки поддерживают меня. Мгм. Хорошо. Дети, внуки. И так вот. Татьяна Трифоновна, спасибо вам большое. Что хотелось бы сказать, да? Мы сегодня побывали в гостях у двух замечательных женщин, которые занимаются похожими, да, вещами, делами, создают красоту для своих внуков, для себя, да, в первую очередь. Есть чем заняться, есть чем занять себя, и главное, что это им нравится. И я думаю, что это самое главное, да, Да. согласитесь. Конечно. Татьяна Трифоновна, спасибо еще раз. Вам спасибо, что приехали. Думаю, что мы с вами еще обязательно должны встретиться, увидеться, Давайте. да? Угу. Все-таки Приезжайте. египетская зона, я думаю, нас ждет. Дождется, наверное, доделаю. На следующий Да? год доделаю. Мгм. Вам такого же оптимизма, улыбайтесь, Спасибо. здоровья, сил, Спасибо. энергии. Спасибо большое. Это была программа «Мы вам покажем» на телеканале Якутия 24. Оставайтесь с нами. Увидимся в следующих выпусках.